услышал такой грохот, как вот нейтронная бомба взорвалась. Алексей Ларионов – один из немногих очевидцев этого в прямом смысле громкого происшествия. В субботу утром он был на остановке, что совсем рядом. Говорит, чудо, что обломками кирпичей никого не придавило. Обычно здесь плотный поток машин, а по тротуару гуляют мамы с колясками. Перпендикулярных стен там уже варвары все давно снесли, и подпорных стен не было. А здесь ведь КАМАЗы ходят, бетон-мешалки и так далее. Естественно, должно было рухнуть в сторону вибрации. Никому не надо. Пока кого-нибудь не убьет, никто не будет чесаться. Видео очевидцев, как проезжую часть очищали от обломков, сейчас обсуждают в интернет-пространстве. И это лишь остатки того, что было на дороге. Шестые сутки уже пошли с момента обрушения. Дорога на Клара-Цеткин по-прежнему перекрыта. Между тем здесь, на месте ЧП, по-прежнему тишина. Никакие работы не ведутся. Появилась разве что дополнительная оградительная лента. До революции в этом здании располагался один из цехов знаменитой Лафузовской фабрики. Рухнувшую часть возвели позже, и она не является памятником архитектуры, но все равно под охраной государства. Сносить, разбирать и демонтировать здание без согласования с властями запрещено. Здание, расположенное по адресу город Казань, улица Клара-Цеткин, 18, является исторически ценно-градоформирующим объектом и подлежит государственной охране. Рухнувшее здание находится на балансе завода «Сантехприбор». В день ЧП его руководству специалисты комитета по охране памятников направили предписание на официальный почтовый ящик. Впрочем, в приемной генерального директора, раньше она располагалась вот в этом здании, напротив, уже много лет царит тишина. Собственнику было выдано предписание на разработку проекта по первоочередным противоаварийным работам. И после согласования этого проекта с комитетом он должен приступить на проведения работ. Когда-то знаменитый на всю страну завод «Сантехприбор» с апреля прошлого года официально признан банкротом. В начале этого года в СМИ появилась информация, что долги предприятия выкупил предприниматель из Марии Эл. Полгода назад на предприятии сменился директор. Теперь это Альберт Хакимзянов. В Татарстанском реестре малого и среднего бизнеса он с мая 2017-го занимался сделками с недвижимостью, лизингом автомобилей. В настоящий момент он также является директором ООО «Мидком». Фирма зарегистрирована в Зеленодольске. Мы неоднократно пытались договориться с предпринимателем об интервью, направляли на его имя официальный запрос, но согласия так и не получили. Здравствуйте, Альберт Исламович. Это беспокоит вас телекомпания «Новый век». Вы в Казани сейчас? Да, попозже, пожалуйста. А как можно с вами организовать? Судьба этого здания сейчас на контроле у прокуратуры. Проверка не завершена, но предварительные причины обрушения называют. Длительное время собственник бездействовал в отношении данного объекта, не вкладывался финансово в противоаварийные мероприятия, не разрабатывал заранее проект, что привело это бездействие к частичному обрушению. Как нам стало известно, еще в воскресенье собственник здания письменно уведомил прокуратуру о решении снести руины. В ответ руководству «Сантехприбора» выдали предостережение. Без согласования проекта с комитетом по охране памятников за это грозит уголовная ответственность. Объект действительно имеет культурную ценность. Проект не из легких, и в то же время имеется опасность обрушения и возможной жертвы. Поэтому все будет стараться. Директор гарантировал нам, что и проект будет разрабатывать в кратчайшие сроки, будет направлен сразу же в комитет для согласования. Я думаю, что комитет также быстро среагирует. Снесут ли эти руины полностью, либо попытаются восстановить, неизвестно. Но пока работы по укреплению рухнувшего здания не завершат, проезжую часть на улице Клары Цеткин, видимо, не откроют. Впрочем, вопросов в этой истории много. Главное, почему собственник довел здание до такого состояния и почему отсутствовал контроль. Судя по всему, виновников в этой истории уже несколько. Юлия Гоглева, Алмаз Зиаддинов, Игорь Романов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.